Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы будем обозревать колоду карт Deviant Moon, Таро Безумной Луны. И начнем с первой карты старшего аркана, нулевой аркан, точнее, карта Шут или карта Дурак. Карту можно назвать как Дурак в отрыв. Сюжет этой карты. Безумец, ужасное дитя лунного королевства, совершил побег из сумасшедшего дома или тюрьмы и теперь наслаждается свободой. Подобно Богу, он парит над водой, нарушая все законы мироздания. Не боясь утонуть, он пляшет, потому что свято верит, что это возможно. Полосатый костюм заключенного теперь стал карнавальным нарядом. На лице играет счастливая улыбка, а рядом уже ждет гондола, зовущая в путь. Злобные рыбы, обитающие в затхлой воде, кусают его за ноги, пытаясь остановить. Но дурак не обращает на них внимания. Безумцу всегда удается выйти сухим из воды. Дурак указывает рукой на свою голову. Именно там создаются все проблемы и рождается их решение. Основное толкование карты. Дурак открывает мир лунного королевства. Глядя на застоявшуюся воду Венецианского канала, откуда начинается этот путь, мы понимаем, что, путешествуя по всей этой безумной стране, герой должен очиститься. Рыбы, кусающие безумца, символизируют старые страхи, душевные травмы и плохие мысли, которые тянут человека на дно. Дурак служит олицетворением отрыва от реальности. Он свободен от условностей, за что окружающие считают его идиотом и пытаются или вылечить, или запереть. Полоски на его пижаме не черно-белые, как у арестантов, а красно-белые. Жизнь шутовская состоит не из плохих и хороших полос, а из чередования дьявольской активности и обнуления. Если эта карта выпадает на вопрос о какой-то ситуации. Попасть в ситуацию дурака всегда страшно, но только от вас зависит, сможете ли вы ее использовать, чтобы взлететь, или утонете в своих страхах. Карта дает привкус праздника, когда одновременно жутко и весело. Полюбить так королеву, проиграть так миллион. Но у дурака есть неоспоримый плюс. Ему все сходит с рук и удается избежать последствий. Дурак, что с него взять? Характеристика личности по этой карте. Человек наполнен творческими идеями, как совершенно бредовыми, так и гениальными, и не способен определить, где грань между ними. Это очень яркая личность, вызывающая сильные эмоции. Это ребенок, независимо от возраста, открытый и эгоцентричный. Ему наплевать на мнение окружающих и общепринятые нормы. Для него они кандалы, сковывающие его личную свободу. Его нужно либо научиться принимать и любить, либо отказаться от всякого общения с ним. Часто выглядит как псих, всегда приковывает к себе внимание общества, ипотирует окружающих, чтобы повеселиться и понаблюдать за реакцией. Любит экстравагантные наряды. Отношения и секс по этой карте. Либо разрыв старых угнетающих отношений, что переживается практически как освобождение из тюрьмы, либо вступление в тот эйфорический этап, когда сходят с ума и ни о чем не жалеют. Ощущение полета и свободы. Переживать такую любовь лучше в юности, когда терять особо нечего. В зрелом же возрасте это нередко граничит с реальным безумием, когда люди кидают в топку весь свой годами наживаемый багаж отношений, рвут связи с близкими,
Последствия непредсказуемы, но зачастую отношения приходят к нулю. Со временем вы не будете понимать, зачем связались с этим дураком. В сексе партнеры делают то, что им нравится, отпуская своих маленьких идиотов на волю. Это может быть и хорошо. Человек открывает в себе страсть и эмоции, которые он раньше боялся проявлять. Но может и шокировать. Например, муж может после многих лет жизни сообщить, что он гомосексуалист или что хочет одеваться в женское белье. Работа и финансы. Уход в свободное плавание, иногда из-за увольнения. Здесь всегда стоит проблема самоорганизации и сомнений, не стоит ли вернуться к наемной работе. Подумайте, не глупо ли это уподобляться заключенному, который стремится обратно в тюрьму, потому что не знает, как жить на свободе. Это как раз тот момент, когда можно реализовать свои безумные идеи и достичь успеха. Хотя результат нельзя гарантировать, этот опыт перевернет вашу жизнь. Деньги легко приходят и уходят, поэтому человек всегда на нуле. Что еще может сказать карта, если говорить о каком-то нестандартном поведении? Человек ведет себя неадекватно, и это видно невооруженным глазом. Возможно, необходима помощь врача. Пытаться объяснить поступки логически нет смысла. Внимание! Если вы оказались рядом с таким человеком, бегите. Если вы сами в таком состоянии, обратитесь к специалисту. Если эта карта выпала на карту дня. На карте мы видим растущую луну. Это зона комфортного проживания шута. Вас и тянет на безумство, так сделайте то, на что долго не решались. Отпустите своего внутреннего идиота на волю. Это день для прорыва, новых потрясающих идей. И пусть на завтра вам будет стыдно за многое из того, что вы натворили в день шута, вы наконец-то сделаете то, что хотели, но стеснялись. На убывающей фазе градус безумств чуть снизится, а в голове вместо прорывных идей будет пустота. Вы можете начать дело с чистого листа и освободиться от лишних привязанностей. Но в любом случае, прежде чем пуститься во все тяжкие, захватите с собой друга, похожего на противную зубастую рыбку. Пусть он схватит вас за руку, когда вы решите танцевать в баре голым на столе.